ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Что сделать в благодарность за победу? Каждый отвечает на этот вопрос по-своему, но, как правило, неравнодушно действуют в меру своих сил. Вот и компания «Академия ремонта» решила сделать все, что в их возможностях. Еще в декабре прошлого года запустила акцию по бесплатному монтажу натяжных потолков для ветеранов. Одной из участниц этой акции стала Янина Ивановна Гасюль. Женщина невиданной силы, образец стойкости и жизнелюбия. 22-летней юной девушкой на руках с 5-месячной дочкой она ушла в белорусский лес помогать партизанам. Однажды шла больше 12 часов осенью босая по болотам, прижимая младенца к груди, и пережила расстрел. Пулемет с одной стороны поставили, и с другой стороны поставили пулемет. И мы вот это у кучки, вот это, человек 70 или 80, я точно не могу сказать. И давай очереди поэтому. С одного пулемета встречут, ленту выпустят этих патронов, потом с другой стороны. Мы не разговаривали, ничего. Вот стояли, у нас ноги, вы знаете, что в землю, просто в землю уросли и все. К счастью, погибли не все. Благодаря случайности молодая мать избежала и немецкого лагеря. Как сегодня она помнит ссору двух немцев, решавших ее судьбу. Один кричит в Германию немец, другой Форнахаузен домой идти. Киндер и все. Посмотришь, что киндер малый. В том споре победил второй, позволив молодой белоруске воспитать детей и донести эти воспоминания до нас, потомков победителей. Янина Ивановна помнит, как людей сжигали в сараях, голод, холод. Но единственное воспоминание, от которого у ветерана появились слезы на глазах – это День Победы. Все плакали. И как увидели этих русских солдат, просто кричали, криком кричали с радости. Минуло много десятилетий, а прошедшая столько испытаний женщина теперь с улыбкой говорит своим помощникам «спасибо» и желает счастья и мира. Согласитесь, новый красивый потолок, благодарность за чистое небо над нашей головой. Несколько символично. Но представители компании не видят в этом ничего особенного. Решили сделать эти, по их меркам, небольшие подарки уже давно. Правда, тяжело искали участников акции. Когда наружная реклама не сработала, пришлось действовать через администрацию. Это уже потом дочери Нины Ивановны позвонили из Совета ветеранов с неожиданным и приятным предложением. Теперь обновляют потолки в 2 комнатах. Хотите, натяжной потолок сделать? А я говорю, с удовольствием. Потом мы согласились, очень даже рады. И на будущее даже обещали, возможно, придут, сделают в прихожей и на кухне. Пройдя через столько испытаний, Нина Ивановна и ее дочь Анна, кстати, та самая, которая пережила младенца в войну, смогут любоваться новыми потолками. В свою очередь, представители Академии ремонта, выслушав свою клиентку, просто восхищаются ей. То, что мы делаем для них, это, можно сказать, ничего. То, что сделали они для нас. Хочу вам выразить благодарность за то, что вы сегодня рассказали. Я вам желаю еще много лет жизни, здоровья. Вы очень смелая женщина. Всего вам хорошего. Спасибо вам большое. Низкий вам поклон. Заметим, Академия ремонта – компания, которая существует на рынке всего год. Сразу же решила начать свою историю с хорошей традиции – помогать ветеранам всех категорий. Сегодня они уверяют, красивые потолки готовы дарить не только до 9 мая. Акция наша по установке натяжных потолков еще не закончилась. Мы продолжаем установку. Если есть желающие ветераны, просьба обращаться к нам. Если вы или ваши родственники хотят поучаствовать в акции, не стесняйтесь, звоните. Монтаж потолков несложный, не грязный, быстрый формат ремонта, который качественно меняет обстановку в доме. Если вы готовы на такое обновление интерьера, звоните по номеру, указанному на ваших экранах. Также Академия ремонта призывает всех представителей бизнеса подключиться к акции, облегчить или улучшить быт ветеранов. Это самое меньшее, что мы сегодня можем сделать для людей, прошедших через ужасы войны.